Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Да, вы не ошиблись. Сегодня у меня в студии дорогой гость, мой друг, легендарный человек, командир легендарного спецназа Ахмат, герой России, герой Чеченской Республики, герой Луганской Народной Республики, герой Донецкой Народной Республики, кавалер ордена Кадырова. Заместитель начальника главного военного политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Апти Алаудинов, кандидат политических наук. Машу, я рад вас снова приветствовать в нашей студии. Мы с вами не виделись 2 года. 2 года тому назад вы тоже вот так приезжали домой в Грозный, тоже встретились в этой студии. У меня тот же вопрос, который я вам задал 2 года назад в начале нашего разговора. Может, изменилось ваше мнение. Вы уже там в зоне специальной военной операции 4 года. Даже больше, чем 4 года. Как все начиналось? Какие тогда у вас были мысли? И какие мысли у вас сейчас, после почти 5 лет боевых действий на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики? Прошу. Ну, на самом деле, вопрос, наверное, можно задавать сколько угодно. Да. Поменяется ли мое мнение по поводу того, к чему мы должны прийти и чем должно завершиться данное событие? Это, наверное, у меня будет ответ один и тот же. Мы должны воевать до тех пор, пока мы не добьемся тех целей, которые перед нами были поставлены изначально. Да, конечно, изначально мы не предполагали, что будет такая затяжная война. Ну, так как наши враги, которые находятся за пределами, скажем, нашего, наверное, вообще поля, это вот надо в первую очередь отметить такие государства, как Америка, европейские государства. Они делают все для того, чтобы мы не смогли победить. Каждый год, подключая все больше и больше ресурсов, пытаются истощить Россию и выиграть эту битву, скажем так, за счет того, что мы будем истощены в экономическом плане и уже придем к ним с попятной. Ну, как мы видим, благодаря действительно тому, что Россия очень мощное государство, имеет очень серьезные экономические ресурсы, да и возглавляет его, наверное, тоже один из величайших руководителей в истории этого государства, Владимир Владимирович Путин, который сегодня является верховным главнокомандующим. Россия продолжает биться абсолютно, как говорится, ни в одном месте мы не дали назад, только идем вперед. И, конечно, расчет на то, что это будет очень быстро, был изначально. Ну, в то же самое время, как бы мы ни говорили, медленно, но мы идем к своей победе. Поэтому ничего не поменялось. Начало было для нас, конечно, если бы, наверное, в то время вот вернуться и заглянуть обратно, то мы бы с вами увидели, что страна находится абсолютно в разных плоскостях. Люди далеки, как говорится, от того, что вообще когда-либо Россия может быть ввергнута в какую-то новую войну. Поэтому у нас, получается, и население, оно было по разные стороны, наверное, очень большого количества баррикад. В то же самое время население, оно за эти годы, что ни говори, сплотилось. И мы сегодня видим, что в нашу общую битву против общего врага вовлечены все слои населения, начиная от детей и заканчивая нашими бабушками и дедушками. Потому что то, что дети с детских садиков, школ пишут письма на войну солдатам, которые защищают наше Отечество, то, что бабушки, дедушки вяжут сетки, отправляют их, как говорится, в варежки, там, носки шерстяные, там, не приходится нам говорить о том, что у нас, в принципе, наверное, большая часть ресурса, она направлена именно на нашу общую победу. В том же числе, наверное, надо отметить, что в нашей республике, наверное, особую долю, именно вклад вот в эту нашу общую победу вносит фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, который возглавляет наша всеми уважаемая Аймани Несиевна, да, Аллаху. Аминь.
Вот. И получается, что этот фонд действительно внес очень большую лепту, именно обеспечивая все подразделения, которые ушли из республики, ну и не только с республики, а еще и, получается, все подразделения, которые с нами там граничат, соседничают, да и мирное население, все эти 4,5 года этот фонд обеспечивал многим необходимым. Поэтому мы должны констатировать, что мы предполагаем, а Бог располагает. Так как Бог располагает, мы будем идти к своей победе, что бы нам это ни стоило. Вот и все. Ситуация на линии соприкосновения. Вы прямо оттуда, с фронта. Она какова до сегодняшнего дня? Ну, вы знаете, конечно, надо отметить, что поменялись формы и методы ведения боевых действий. Сегодня, если, скажем, вначале мы основной акцент делали на стрелковое и артиллерийское вооружение, там, именно на старый характер ведения боевых действий, то есть тот, который для нас, для всех был знаком еще из советских фильмов, которые мы с вами смотрели, на которых мы и росли, понимаете? Да. А тут, получается, сегодня основной акцент ушел на беспилотие. Значит, противник применяет очень большое количество разновидностей беспилотников, которые... Воздух. Да. А в основном все вот сегодня ушло именно в плоскость беспилотия. Ну и понятное дело, мы тоже, как государство, не стояли на одном месте. Мы выросли на несколько голов, можно сказать. И наше беспилотие, оно тоже уже вышло на такой уровень, что мы имеем такие ресурсы, которыми мы сегодня можем выбивать все там до самой глубины, как говорится, территории Украины. Что мы, в принципе, последний вот месяц как раз и видим. Мы видим, что Россия уже тоже перешла на новую стадию. После того, как наш противник уже потерял все границы и начал бить по нашему мирному населению, отправляя беспилотники во все регионы Российской Федерации, мы тоже поменяли, как говорится, в некоторой степени, скажем, свои формы, методы ведения боевых действий и начали выбивать всю инфраструктуру нашего противника, нанося ему колоссальный ущерб именно в экономическом плане. Поэтому мы с вами должны констатировать, что время идет, формы и методы ведения боевых действий меняются. Мы в то же самое время, наряду со всеми этими изменениями, выходим тоже как государство на новый уровень. И сегодня надо отметить, что Россия – это самое боеспособное государство на территории мирового пространства, потому что такого опыта ведения боевых действий не имеет ни одно государство. Поэтому я считаю, что мы должны делать основные акценты именно на этих событиях, понимать, что если бы мы были где-то слабы, мы бы давно уже проиграли эту войну. Мы должны констатировать, что против нас воюет весь блок НАТО и все их приспешники, что вся экономическая составляющая этих государств задействована на то, чтобы мы проиграли. Ну и в то же самое время мы выстояли в этой битве. Я еще изначально говорил, что мы уже победили в этой войне. Почему? Потому что... Вот это у меня был следующий вопрос. Я слышал это от вас год назад. Вы сказали, что мы уже победили. Да. Почему вы так решили? Вы знаете, я могу сказать, что наша победа-то, она не заключается в том, что мы забили этот гвоздь в гроб нашего врага, последний гвоздь. Не в этом суть. Победа, в моем понимании, она заключается в том, что мы как государство, именно благодаря тому, что нами руководит Владимир Владимирович Путин, сумели встать против этого мирового зла. То есть я считаю, что вот вы помните слова Ахмада Хаджи Кадырова, когда он сказал: «Я уже себя считаю победителем». То есть, что бы ни было, каков бы ни был итог, я себя, он сказал, считаю уже победителем. А это было почему? Потому что он сумел себя противопоставить этому злу, которое на территории нашей республики длительные годы приводило наш народ к кровопролитным войнам, на самом деле, к очень тяжелым последствиям, которые были всего лишь причиной того, что наша республика, она была
терзаема огромным количеством спецслужб мировых, значит, бандформирований, которые формировались за счет ресурсов этих спецслужб, которые у нас себя чувствовали вольготно. И вот представьте себе, в то время, когда это все только набирало обороты, он говорит такие слова, что я уже себя считаю победителем, потому что я встал на этот путь. В данном случае мы можем сказать это вот как раз и относительно того, что Россия выбрала путь, который по сути своей является путем противостояния с войском Даджаля, Антихриста, как мы его называем, как православные говорят. То есть тут есть параллели между тем, что происходило в Чеченской Республике, и сейчас происходит на территории Украины. Конечно, конечно. Вообще мы должны понимать для себя, что события в Чеченской Республике, они были всецело направлены на то, чтобы развалить Россию изнутри. Мы же должны понимать, что Америка, там, европейские государства, которые там тешили наших руководителей тогдашних республиканских тем, что они там вот прям пекутся за чеченский народ, за Чеченскую Республику. Но представьте себе, мы находимся от них за 3-9 земель, они вливают сюда миллиарды, как говорится, денег для того, чтобы нам было, чеченскому народу, хорошо, что ли? Да нет, конечно. Это все звенья одной цепи. Война в Чеченской Республике, война Грузия-Абхазия, когда Грузию подтолкнули к тому, чтобы они напали, то есть на Южную Осетию. Все войны, которые мы с вами видим, которые сегодня происходят вокруг России с участием европейских государств, это все очень большая игра, которая должна в конечном итоге по их планам привести к тому, что должен вообще рухнуть вообще общечеловеческий, общепринятый, скажем так, принцип вообще существования человечества. Они считают, что все, что ниспослано Богом, все те традиции, обычаи, которые у нас есть, это все должно перестать существовать. И мы должны просто стать, наверное, прислугой для тех хозяев, которые считают, что они себя уже посчитали, что и Бога-то они уже заменили, если их спросить. Там за этим всем стоит очень большая игра, это очень большая шахматная партия, в которой мы должны понимать, что сегодняшние даже события на Украине – это тоже только одна из, как говорится, частей этой шахматной партии. Поэтому то, что происходило в Чечне, имеет абсолютную параллель с тем, что происходит сегодня между Украиной и Россией. То есть вы подтверждаете свои высказывания о том, что мы на территории Украины воюем не с Украиной, а с блоком НАТО, Европой. Мы воюем на территории Украины, я это говорил с первых дней, не против украинского народа. Украинский народ – это наши братья, это близкие нам люди по духу. Люди, которые генетически являются такими же славянами, как русские, которые сегодня являются государствообразующим народом в нашем государстве. То есть мы должны для себя понимать, что война на Украине – это война, которая по сути своей является именно той священной войной, о которой мы изначально говорили. То есть и о которой мы слышали. Конечно, конечно. Это с детских лет наших. Конечно. Мы должны это понимать, осознавать, что именно сегодняшняя война, она является продолжением тех войн, которые были и в Чеченской Республике. Она является продолжением, то есть предшествует той большой войне, о которой нам всегда говорили наши старики, наши священные, как говорится, служители, наши овлия. То есть мы об этих вещах знали с самого детства. Мы были в это вовлечены, скажем так, как только мы начинали. Об этом, да, конечно. Сидя, спрашивая, когда, да, действительно конечно, ли. Конечно. Вот даже я скажу, многие люди этих вещей, когда они пытаются их не касаться, они не понимают происходящего. Я вас понимаю. А суть происходящего, она такова, что мы уже находимся в этой священной войне, когда мы воюем против войска Даджаля. И даже посмотрите на то, что происходит, скажем, на Ближнем Востоке. Тоже параллели? Конечно. Это все цепи, то есть звенья одной цепи. То, что сегодня творит Израиль с Палестиной, то, что происходит вообще в арабском мире,
Вот эта война, которая каждый день раскочегаривается, ее специально разводят, пытаются разжечь, насколько это возможно, масштабно. То есть это все звенья одной цепи, и мы должны это осознавать. Когда Рамзан Ахматович принял решение, что мы должны быть, наоборот, первыми стоять, как говорится, в этой войне, он абсолютно был прав, потому что он-то, извините меня, эти вещи слышал с самого детства от своего отца, и он был в курсе многих вещей, осознавал это все. Поэтому ничего секретного тут нету. Почему Украина цепляется за войну с Россией до последнего украинца? Ну, вы знаете, это тоже вопрос очень специфический. Когда мы говорим «Украина цепляется», автоматически надо подумать, так, кто возглавляет сегодня Украину? Начиная от президента и представителей всех ветвей власти Украины, ну покажите мне там хотя бы одного украинца, который возглавляет Украину. Представители другой национальности, не хочу обижать тех наших, как говорится, наших, именно находящихся на нашей стороне евреев, но это получается люди, которые абсолютно им не жалко сам украинский народ. Это раз. Второе. Когда мы говорим, что он цепляется за власть, ну, мы должны понимать, как только он уйдет с этой должности, он уже труп. И политически, и физически. Потому что европейские хозяева его, американские хозяева, вряд ли они захотят его оставить в живых, когда он знает такое количество секретов, когда отмыты миллиарды, десятки миллиардов долларов. И они, по сути своей, ушли не на войну, они ушли непосредственно в карманы бенефициаров этой войны. И, понятное дело, часть этих денег, она оседала в карманах как руководителя этого государства, который непосредственно, по сути своей, руководил всеми этими махинациями, получается, в карман просроченного и его команды. Поэтому мы должны понимать, что для них задача номер один – это сделать все для того, чтобы Россия проиграла в этой войне. То есть они из последних сил будут делать все для того, чтобы победить в этой войне. Каким образом они это сделают, это для них не суть важно. Но это же глупо победить Россию. Они что, они не понимают? Ну, вот смотрите, тут вопрос, если бы они были бы умными людьми, и они думали бы хотя бы мало-мальски... Но сейчас про власть Украины. Так я же говорю об этом, мы говорим про власть Украины. Сам народ украинский, реально он является заложником этой ситуации, потому что над ними села, как говорится, вот эта гидра, которая захватила власть, которая абсолютно наплевать на то, сколько погибнет украинцев, хотя большая часть из них уже в открытую осознают, что они не смогут победить Россию, потому что у них нету таких ресурсов. Но в то же самое время, видите, когда за их спинами штыки их хозяев, которые их подталкивают и говорят, давай, давай вперед, им-то деваться некуда, вперед пойдешь — смерть, назад повернешь — смерть. То есть варианта у них нету повернуть назад, им лучше идти вперед. Там они думают, что у них хотя бы какой-то есть шанс. Поэтому суть происходящего, она в некоторой степени, наверное, если нас вернуть в советские времена, мы с вами чуть-чуть постарше, мы помним, как нам это все преподавали в школах, потом в наших высших учебных заведениях. Мы помним, как нам рассказывали про Вторую мировую войну, Великую Отечественную, что тогда происходило. И мы думали, мы настолько были убеждены, что такое больше не может повториться. Да, с этим я согласен. Потому что нас убеждали в этом. Да. Мы помним, что после того, как Советский Союз победил в той войне, была создана такая организация, которая называется ООН. И мы говорили, что ООН создана для того, чтобы больше никогда не допустить тех событий, которые у нас были во Вторую мировую войну. То есть это был такой орган, который был призван для того, чтобы решать любые противоречия мирным путем. Или, если произошел какой-то конфликт, сделать все для того, чтобы его сгладить, потушить. А потом мы с вами увидели, что этот орган-то на самом деле, получается, он работал всецело на Америку, на Европу, то есть на блок НАТО. Что я хотел сказать. И он стал одним из инструментов непосредственно воздействия на мировые державы, государства. То есть
мы с вами стали свидетелями еще одного очередного обмана. И вот как раз этот очередной обман руководителей государств, входящих в блок НАТО, и привел к тому, что мир, по сути своей, он вышел за рамки всех ранее для нас с вами приемлемых, принятых, признанных норм, которые вообще были призваны для того, чтобы стабилизировать любую ситуацию в мире, где бы она там ни разгоралась. То есть мы с вами увидели, что, оказывается, все рычаги всех органов международных, всех, как говорится, созданных структур, они все были, оказывается, созданы всего лишь для того, чтобы в нужное время иметь возможность надавить на тех, кто для них является врагом. И сегодня мы с вами видим, что у нас с вами нету никого, кого мы могли назвать союзником. Да, у нас есть союзник, скажем, Беларусь, но мы с вами понимаем, что Беларусь, она не вовлечена в саму войну. Ну, в то же самое время это наше родственное государство. Да, мы говорим, что у нас есть союзник, скажем, Корея Северная. В то же самое время она тоже полноценно не вовлечена в эту войну. Скажем, мы говорим, что у нас есть стратегический партнер Китай, но он тоже точно так же, как говорится, является торговцем, который торгует всем, что у него есть, как с Россией, так и с Украиной. То есть получается такая картина, что мы во всех своих аспектах сами с собой остались против этого нашего врага. И получается, все эти органы и ресурсы, которые раньше были призваны к тому, чтобы сказать, нет, вот тут вы не правы, или кого-то остановить, или кого-то там попытаться привести в какое-то нормальное русло, все эти органы работают против России, получается. И получается, что наши союзники, как всегда говорилось, это армия и флот. Государство российское. Совершенно И у меня вот такой вопрос, Апти, как политику сейчас. Смотрите, возможно, именно потому, что у Украины в ее новейшей истории не было такого лидера, как Ахмад Хаджи, который в первую очередь думал о народе и стремился не остановить войну, а закончить войну раз и навсегда. Начались беды у Незалежной. На самом деле, вот это, наверное, мы вот должны всегда давать этому правильную оценку. Если бы у нашего народа не появился такой реально человек, который решил не остановить, не с кем-то договориться, а остановить эту войну раз и навсегда. Если бы нам Бог не дал бы такого президента, как Ахмад Хаджи Кадыров, поверьте мне, мы бы тоже, наверное, либо мы уже давно бы перестали существовать как народ, потому что такое давление, которое оказывалось на нашу республику, на нашу нацию, такое давление выдержать может не каждый народ. Это ни для кого не в обиду. На самом деле мы благодаря своему внутреннему стержню еще продолжали оставаться той единицей, которая называлась народом. Но в то же самое время мы уже действительно начинали уходить уже в такие плоскости, когда к нам уже вошел ваххабизм, разные течения, которые начали нас раздирать изнутри, что только сильный лидер, который имеет действительно, наверное, слово от Бога, только он мог бы остановить. Хорошо сказано. Только он мог бы это все остановить и вытащить наш народ из этой трясины. Украина. Абсолютно мы можем провести такие же параллели и посмотреть, что там происходит. Украина раздирается точно так же, как говорится, разные олигархи создали свои армии, свои, как говорится, анклавы. Каждый все тянет на себя. Кто-то продает, кто-то покупает. В то же самое время есть мнимый президент, якобы, этого государства, который давным-давно уже просрочил срок своего президентского, как говорится, вообще существования в этой должности. И давным-давно он уже стал нелегитимен во всех отношениях. И, конечно, до тех пор, пока у Украины не появится свой Ахмад Хаджи, который скажет, так, подождите, куда мы идем? Вы что творите? Да, что мы творим? Для чего мы это делаем? Мы что, решили уничтожить свой народ, что ли? И до тех пор, пока этот президент не скажет, что нет, подождите, мы не можем
от своего брата, соседа, отгородиться забором. У нас нету никого ближе, чем они. У нас общая история. Мы во всех, как говорится, бедах и сладостях, во всех наших событиях мы были вместе, мы были одним народом до тех пор, пока он это не скажет. И пока он не признает, что он был неправ, как народ, как государство. Пока он не скажет, что мы должны остановить эти все события, извините меня, но вряд ли у них это все когда-либо завершится. Тут мне знаете, что хочется сказать? Очень интересная штука для любого человека, который хочет для себя понять, что же происходит сегодня на Земле. Вы знаете, был такой, ну, наверное, наш враг, по-другому его не назовешь, один из идеологов, Ален Даллас. Ален Даллас, Бжезинский, Сорос. Известные фамилии. Им известные фамилии. И вот ты читаешь Алена Далласа. Там очень четко расписано, что надо сделать для того, чтобы уничтожить Советский Союз. Доктрина Монро, правильно? Да. Вот, и ты читаешь это все, и ты понимаешь, подождите, события, которые происходили у нас последние 40-50 лет, а Ален Даллас озвучивает свою доктрину в 1948 году, представьте себе. И вот ты читаешь это все, и ты понимаешь, послушайте, ну неужели мы настолько глупы для того, чтобы видеть, что они четко для себя расписали и пошагово идут к своей цели. Они расписывают, каким образом надо уничтожить Советский Союз. Потом они говорят, что надо сделать для того, чтобы уничтожить Россию. Они говорят, от России надо оторвать Украину, внушить украинцам, что для них самыми главными врагами являются русские, и заставить их между собой воевать. Понимаете? Это все прописано в 1948 году прошлого столетия. И, конечно, бывает странно видеть, что украинцы же сами по себе, это очень хорошие люди, это очень добрая нация. И, конечно, мы были бы глупы, если бы мы говорили что-то плохое против украинского народа. Ни в коем случае. Мы же с вами еще вчера помним, когда во всех бедах были в России виноваты чеченцы. У кого-то корова не дает молоко, в этом виноваты чеченцы. Мы с вами это помним. То есть, как народ мы его не обвиняем ни в чем. Но в то же самое время мы понимаем, что те миллиарды денег, которые были потрачены на то, чтобы именно ввести в работу и задействовать именно вот эти доктрины, которые были направлены на уничтожение России, что они дали результат. За счет того, что они сумели правильно поработать с населением Украины. Дальше мы с вами понимаем, что если мы когда-то не получим такую возможность, и украинцы не получат такую возможность для того, чтобы выйти из этой доктрины нашего врага, и заработать точно так же, как когда-то Ахмад Хаджи, который выработал свою, получается, доктрину для того, чтобы спасти чеченский народ. Как мы ее сегодня называем? Концепция о духовно-нравственном воспитании нашего, как говорится, подрастающего поколения. И там же, получается, у нас сразу же концепция будущего нашего существования, сосуществования в нашем общежитии, которое мы называем Россией. То есть им нужен такой же Ахмад Хаджи, свой, который сможет вытащить украинский народ именно из тех процессов, которые работают на нашего врага общего. И, конечно, у них должна появиться своя новая концепция, которая будет направлена на мирное сосуществование с Россией, как с великим государством-соседом, старшим братом, хотим мы этого или нет. Нет, в другом случае, да, пусть это будет брат просто. Даже это все равно спасет Украину и украинский народ от тотального уничтожения. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Честное мнение боевого генерала. Удачи вам! Всегда во всем вам и спецназу Ахмат. И всем нашим воинам, которые сейчас стоят на защите своей Родины. Башкал. Государства российского.
Удачи! А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И герой России, герой Луганской Народной Республики, герой Донецкой Народной Республики, герой Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова, командир легендарного спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военного политического управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Вы сами все слышали. Тут добавить, думаю, отнять нечего. Давайте просто закончим одними простыми словами, да, на первый взгляд простыми словами, но очень дорогими для каждого российского гражданина. Победа будет за нами. Однозначно.